Еще одна такая же феерическая новость. В Министерстве обороны Российской Федерации разгорается скандал. Хваленые российские атомные подводные лодки оказались отлично видимы для Соединенных Штатов Америки. В Минобороны России выяснилось, что скрытность атомных подводных лодок, на обеспечение которой за все годы существования СССР, а затем и РФ, были затрачены миллиарды бюджетных средств, существует лишь в головах адмиралов. Потенциальный стратегический противник в лице США даже не утруждает себя поисками российских подводных лодок. Каким-то непостижимым образом они ему видны и так. Офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета «Орион» на карту расположения российских АПЛ в ходе учений. Все 10 точек поворота его маршрута приходились аккуратно на места расположения российских лодок. То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил точно без галсов. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на российскую подводную лодку, сбрасывал буй и шел к следующей. Масштабы угрозы от самолетов противника нами не осознаются, пишет военный эксперт. В том числе и потому, что отечественная противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня. Идеология даже новейших российских авиационных поисково-прицельных системок осталась в 70-х годах. Новелла, в скобках «Ленинец», как было официально заявлено, обеспечивает увеличение эффективности Ил-38 в 4 раза. Это поисковик такой. Проблема в том, что Ил-38 возможности по малошумным подлодкам близки к нулю. В итоге, в конце концов, мы строили, то, что называется, мы строили и, наконец, построили. Хвалились, я не знаю, что там построилось из всего этого. Гиперзвуковая ракета с невменяемой траекторией не летает. Корабли «Союз» и «Протон» или «Прогресс», как они уж там, я сейчас не помню, строят при помощи кувалды. И новейшие американские подводные лодки оказались совсем не новейшими, российские. Американцы их приотлично просто-напросто видят со спутника. А это означает, что когда Владимир Владимирович захочет попасть в рай, то весь его подводный флот будет уничтожен в течение буквально нескольких минут. Достаточно просто, и лодки искать не надо, достаточно просто уже бахнуть по ним ракетами. И эта замечательная новость нас с вами, по-моему, не может не радовать. В рай так в рай.